Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта. Сегодняшний гость в нашей студии Азамат Темиркулов, доктор политических наук. Мы сегодня будем обсуждать тему новой Конституции и референдума. Еще в беседе до эфира вы сказали, что изучали Конституцию и сделали какие-то определенные выводы. Вот по вашему мнению, ну, если так совсем в общем взять, да, вот как написан проект Конституции? Действительно ли это шаг вперед или все-таки это шаг назад, как, по мнению, как звучат мнения некоторых критиков нового проекта? Да, Конституцию эту очень много критикуют. И я думаю, что есть основания критиковать эту Конституцию. Я бы не сказал, что она плохо написана, или вот как некоторые говорят, что писали безграмотные юристы. На мой взгляд, писал один человек, и, на мой взгляд, это как раз-таки очень грамотный юрист, потому что, на первый взгляд, Конституция оставляет впечатление такой очень направленной на какие-то прогрессивные вещи, направленной на права человека, да? Там очень хорошо прописан этот раздел, на мой взгляд, обязанности, права граждан. Но вот когда мы подходим к главе, где описывается разделение трех ветвей власти, то вот здесь завуалировано, но на самом деле как раз-таки разделения-то трех властей нету. То есть, вот почему я говорю, что писал, на мой взгляд, достаточно грамотный юрист, потому что он создает впечатление, что, пожалуйста, вот вам разделение трех ветвей власти, вот у вас отдельно судебная власть, вот вам исполнительная и вот вам законодательная. Мало того, что раздельно, но еще и у парламента есть в руках инструмент импичмента, да, что достаточно прогрессивно, казалось бы. Но подвох здесь заключается именно в том, что импичмент этот, прописанный в тексте, в жизни реализовать практически сложно, практически невозможно. Почему? Потому что вся исполнительная власть в руках одного человека, президента, правоохранительные органы подконтрольны президенту, генпрокурора назначает и снимает также президент, а это означает, что генпрокурор никогда не даст санкцию на импичмент. То есть зеленого хода с его стороны вряд ли мы когда-либо дождемся. Даже если какие-то депутаты наберутся смелости и поднимут вопрос импичмента, то они столкнутся с проблемой генпрокурора. Но как раз на это и указывала Венецианская комиссия. Совершенно что нарушен баланс ветвей власти. Совершенно верно. У нас всегда говорят о минах в Конституции. То есть у нас было за последние 10 лет две редакции Конституции, всегда говорили о минах. Есть ли в этом проекте так называемые мины? Вот однозначно большая мина и, на мой взгляд, решающая мина в этой Конституции заложена именно вот в этой тонкости, что парламент на самом деле он становится не независимым. Он зависим от президента. Почему? Потому что он не может ничего противопоставить президенту. У него нет никаких рычагов воздействия на президента. И таким образом президент, он контролирует не только исполнительную власть, как это должно быть в президентской форме правления, но он контролирует и судебную власть, он назначает и снимает судей. То есть судебная власть, это основа госустройства, это основа государства и право разделения ветвей власти. Судебная власть, она должна быть независимой. И вот здесь вот нарушена основа принципов государства и права. Судебная власть становится подконтрольной, зависимой от президента. И беззубый парламент
не имеющий никаких рычагов воздействия на президента. Таким образом, здесь заложена мина того, что президент, он может стать узурпатором. То есть это авторитаризм, и сказать, что это президентская форма правления, я не могу. Почему? Потому что, на мой взгляд, у нас сейчас есть неправильное понимание того, что такое президентская форма правления. Население, по-моему, считает, что президентская форма правления – это когда все три власти подчиняются президенту, и президент становится своего рода таким монархом. На самом деле это ошибочно. Президентская форма власти предполагает наличие не только сильного президента, но и наличие сильного парламента, который имеет рычаги воздействия на президента. То есть таким образом сохраняется баланс между ветвями власти. Сильный президент, независимый сильный парламент и независимая судебная ветвь власти. Вот основное различие между президентской формой правления и парламентской как раз-таки заключается в легитимизации института. То есть в парламентской форме правления легитимность от граждан получает только институт парламента. То есть мы, граждане, отдаем свои права политическим партиям, делегируем свои права политическим партиям, находящимся в парламенте, и они от нашего имени выбирают потом главу государства, то есть премьер-министра, который становится главой кабинета, главой исполнительной власти. Таким образом, получается, что парламент стоит во главе, и парламент контролирует исполнительную ветвь власти. Вот это президентская, парламентская, извините, форма правления. Это на самом деле одна из передовых форм правления, ну, скажем так, 20 века и начала 21 века. И я не могу сказать, что в будущем она будет продолжать оставаться прогрессивной формой правления. Но в прошлом, да, это действительно была прогрессивная форма правления. А президентская форма правления, легитимность от граждан получает не только парламент, но и глава государства, то есть президент. Каждый гражданин избирает какую-то партию, которая идет в парламент, и каждый гражданин избирает президента, который становится главой государства и главой исполнительной власти. Но предполагается, что в президентской форме правления наличествует сильный парламент, который получил легитимность от населения, который может балансировать президента, который может объявить импичмент президенту и даже засудить и засадить президента. Такая модель работает в Соединенных Штатах Америки, президентская форма правления. Такая модель работает во Франции. Но то, что нам предлагают сейчас, это не президентская форма правления, потому что здесь нет сильного, независимого парламента, который бы обладал рычагом воздействия на президента. Это не президентская форма. По мнению идеологов нового проекта Конституции, здесь расширяются не только полномочия, но и повышается ответственность президента. Действительно ли это так, по вашему мнению? Вообще, вы знаете, честно говоря, вот в нынешней ситуации экономического кризиса, социального кризиса, кризиса безопасности, причем это мировой кризис, не только экономический, социальный мировой кризис, но сейчас еще и мировой кризис безопасности. Рушится вся архитектура безопасности. Мировая архитектура безопасности сыпется. Потсдамский мир. Вот после 1945 года на конференции в Потсдаме была расписана картина мира будущего. Да, и эта картина, она сохранялась до сегодняшнего дня. Вот этот Потсдамский мир, он просуществовал с 1945 года вот по нынешние дни, но сейчас вот эта модель, она рушится. Совбез ООН утратил свою актуальность. ООН давно уже требует реформ. И тот баланс, который был между мировыми державами, он сейчас
исчез. Присутствует напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, Соединенными Штатами и Россией. И вот это все, оно сказывается на нас тоже. Архитектура безопасности сыпется не только на мировом уровне, но уже и на региональном. Мы видим обострение конфликтов на Горный Карабах. Некоторые локальные конфликты обостряются и в Центральной Азии. И вот в этой ситуации брать ответственность одному человеку, это надо быть гением. Это надо знать все тонкости госуправления, начиная от самых низов, заканчивая мировой системой, международной системой отношений. Я не знаю, владеет ли наш действующий президент такими знаниями уровня гениальности для понимания всех вот этих проблем международного уровня и нашего местного уровня, для того, чтобы взвалить на себя такую ношу, всю ответственности за судьбу 6 миллионов человек, большая половина из которых женщины и дети. Я надеюсь, что нам удастся избежать серьезных потрясений в нынешней ситуации, учитывая все вот эти контексты международные и наши региональные. Но хорошо ли это или плохо, то, что человек берет всю ответственность на себя, и вот как прописано это в этой Конституции, я думаю, что руководителю государства придется взять на себя всю ответственность. Почему? Потому что раз от него зависят все 3 ветви власти, то они будут заглядывать ему в глаза, они будут ждать от него прямых указаний, что им делать. И они не будут брать ответственность на себя, потому что они будут крепко держаться за свои кресла. То есть здесь ответственность неважно, как прописано в Конституции, но ответственность будет лежать на одном человеке, потому что все в этой структуре власти, согласно этой Конституции, зависит, и все зависят от этого человека. Ну, по мнению политиков и вообще политологов, экспертов, да, все ветви власти всегда зависели от президента у нас. Просто это никто не решался прям напрямую прописать в Конституции. Ну, в пример приводят того же Алмазбека Атамбаева, Сооронбая Жээнбекова, да, если брать последнее время. Действительно ли это так? Да, да, у нас действительно это так. На самом деле, что такое Конституция? Конституция – это текст, это бумага, на которой прописан какой-то текст, но сам этот текст работать не будет. Сам этот текст не является системой госуправления. Что такое система госуправления? Это люди, которые в этой системе работают. Они являются вот этими функциональными винтиками, механизмами этой системы. И как устроена эта система, зависит не столько от Конституции, сколько от мышления, образа, мышления и принципов тех винтиков, которые в этой системе работают. Конституция, она прописывает как раз правила. Конституция прописывает правила, да, но если те, кто предполагается, живут по этим правилам, если они этих правил не соблюдают, если они живут по своим другим правилам, то, к сожалению, этот текст остается просто текстом. И вот в нашем случае, на мой взгляд, проблема в том, что наши служащие, госслужащие, наши политики, они жили не по Конституции, а жили по своим принципам, по своим каким-то внутренним механизмам. И все зависело от президента, хотя в Конституции могло быть прописано совсем иначе. У Жорку Кеңеша были возможности, действительно большие возможности были согласно действующей Конституции, нынешней Конституции 2010 года. Да? Но Жорку Кеңеш не смог реализовать это право, он не смог показать свою силу ни во время Атамбаева, ни во время Жээнбекова, ни сейчас он не может показать свою силу. Почему? Потому что там сидят такие люди, которые
не способны сделать так, чтобы эта конституция заработала. Они живут совершенно по иным принципам и А не законам. связано ли это с тем, что весь силовой блок всегда был у президента? Это и Генеральная прокуратура, и ГКНБ. В этом, конечно, тоже. Это тоже большой такой рычаг воздействия на депутатов Джорку Кенеша. И многие из них обладают бизнесом. И, конечно, имея в руках такие рычаги воздействия, как ГКНБ, да, АКС, президент воздействовал на Джорку Кенеш. Но если бы в Джорку Кенеше был бы костяк депутатов, которые могли бы противостоять президенту, то, на мой взгляд, они могли бы это сделать. У них для этого были достаточно возможностей и конституционных прав. Но, к сожалению, ни один созыв, согласно действующей Конституции, этого не сделал. Да, и теперь этих полномочий может и не быть. А вообще, какую роль сыграет изменение вообще системы выборов в Джорку Кенеш? 55 депутатов, мандатов будут распределяться между партиями, а 35 будут избираться по одномандатным округам. Ну вот, честно говоря, я в Конституции вот этого не увидел. Там не прописано, как будет избираться парламент. Да, ходят разговоры о том, что, возможно, будет какой-то закон. Да, это закон будет конституционный. Конституционный закон, где будет прописано именно вот такой механизм выборов. Но в самой Конституции этого нету. То есть это означает, что этот же закон можно прописать как угодно. Это не обязательно. Ну, об этом на самом высшем уровне заявлял президент Садыр Джапаров. Да, заявлял, но завтра можно заявить что-нибудь другое. Я не говорю, что будет заявлено что-то другое. Нет. Но я не вижу никаких гарантий того, что будет именно так, как вот мы считаем, что там 45 будет по одномандатным, да, и там сколько-то по партийным спискам. Вот. Этот закон еще надо принять. Потом уже, да, можно будет, ну, на мой взгляд, да, по идее, смешанная вот система для Кыргызстана, возможно, даже и лучший вариант, нежели чем просто пропорциональная система. Почему? Потому что в Кыргызстане, к сожалению, к большому моему сожалению, настоящих политических партий нету. Вот как бы мне лично не хотелось бы, да, чтобы в Кыргызстане заработала парламентская форма правления, но надо быть реалистом и смотреть правде в глаза. У нас парламентская форма правления, к сожалению, невозможна. Почему? Потому что для нормального функционирования парламентской формы правления нужна база. А база – это политические партии. То есть политические партии избираются населением, они приходят в парламент, и политические партии со своими идеологиями, со своими программами реализовывают свои программы, создают коалиции, назначают руководителя государства, премьер-министра, да, и вот в этом принцип парламентской формы правления. Там вся власть в руках политических партий. Но у нас то, что есть, это не политические партии, это просто временные объединения людей, имеющих единственный интерес – это прийти к власти. Никакой за ними идеологии, никакой программы, никакой организационной структуры, никаких партийных ячеек, никакого стабильного электората за ними нету. Это авантюристы. И когда к власти приходят вот такие группы авантюристов, получается, что вся власть в их руках, потому что они якобы политические партии. Соответственно, они назначают руководителя государства, они формируют кабинет министров, и эти авантюристы полностью управляют нашим государством. Поэтому в Кыргызстане, к сожалению, парламентская форма правления невозможна. За 30 лет у нас не было создано, выращено, построено ни одной настоящей политической партии. Ну, мы, в принципе, и не жили при парламентаризме. И мы никогда и не жили. Да, потому что существующая система, она-то смешанная. Да, да. Но даже в рамках смешанной
форм управления, можно было и нужно было бы построить хотя бы 2-3 настоящие сильные политические партии, где была бы сменяемость лидеров, где было бы молодежное крыло, ячейки. Но, к сожалению, у нас ни одной такой партии нету. Поэтому сейчас делать ставку только на пропорциональные выборы мы не можем. У нас должна быть минимум, должны быть смешанные формы. А где еще в мире есть такие примеры смешанной формы? То есть смешанной системы выборов в парламент? Но вот очень интересный пример – это Королевство Бельгия. Чем он интересен? Он интересен тем, что их модель, она похожа на нашу. Чем похожа? Похожа тем, что там тоже не работает партийная система точно так же, как у нас. И в Бельгии 2 года государство существовало без правительства вообще. Потому что пришедшие в парламент политические партии, они не смогли сформировать кабинет министров. Они не смогли создать коалицию. И государство существовало 2 года без правительства. И вот только 1 октября прошлого года они создали правительство, но и то это благодаря давлению Евросоюза, потому что надвигалась 2-я волна коронавируса, и Евросоюз выделял $500 миллиардов, и нужно было, чтобы в Бельгии кто-то эти деньги принял, оприходовал и потом, значит, боролся с коронавирусом. И только после этого партии там образовали коалицию. Но это тоже ненадолго. Да? То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что там система политических партий себя изжила. Она не работает уже. И то же самое у нас. У нас эта система не работает. Но на самом деле это неудивительно, потому что об этом еще 30 лет назад ученые ведущих аналитических институтов писали, что в будущем модель политических партий, она не будет работать, она себя изживает. Через 30 лет, вот как раз-таки в 2020-м, в 30-м годах, они прогнозировали, что эта модель не будет работать даже в странах Западной Европы. У нас-то как раз наоборот, у нас могут за 2 дня одно правительство убрать, создать новую коалицию, еще и избрать следующий кабинет министров. Совершенно верно. И о чем это говорит? Вот сейчас многие, я вот слышу, эксперты наши радуются, что у нас новые партии появились, что так много политических партий у нас участвуют в выборах. Это ошибка. Это надо не радоваться, это надо огорчаться, что у нас такая хаотичная сменяемость политических партий. Это говорит о том, что у нас система политических партий нестабильна. Это говорит о том, что политических партий, как раз таки вот о чем я и говорю, и у нас их нету. Старые политические партии, да, вот казалось бы, те, кто должны формировать политику нашу, Атамекен, 30 лет существует партия, что только не видела на своем веку. СДПК, Республика, Бирбол, где все эти партии? Их практически нету. СДПК развалился. Атамекен на прошлых выборах 2020 года по сравнению с 2015 годом потерял 30% своего электората. На 30% они меньше голосов получили, хотя уже в 2015 они получили мало голосов, а в 2020 еще меньше. Бирбол в сравнении с 2015 годом потерял более 50% своих избирателей. То есть электорат им уже не доверяет. Поэтому появляются новые партии. И это как раз-таки говорит о том, что система несовершенна, что система нестабильна. А вот постоянные смены правительства, постоянные смены премьер-министров, постоянное появление новых партий, это говорит о том, что система не работает, к сожалению. Ваше мнение, смешанная система, она вообще жизнеспособна у нас? Потому что противники такой системы заявляют, что при одномандатных округах маловероятно, что изберутся молодые, прогрессивные депутаты. Основные, то есть основную часть мандатов разделят между собой местные влиятельные люди, олигархи и так далее.
Я полностью согласен с этим мнением. Мне тоже кажется, что одномандатные выборы как раз-таки приведут в парламент людей одиозных, имеющих влияние на местном уровне, но не имеющих и им и не нужна никакая программа, идеология. Они просто имеют какой-то авторитет у себя на малой родине, и им этого достаточно. Да? То есть качество людей, которых придет следующий созыв по одномандатным округам, оно будет очень низкое. Если политические партии, возможно, могли бы быть тем фильтром, которые бы приводили в свои ряды людей, поддерживающих какую-то программу, да, могущих сделать какой-то вклад именно в реализацию этой программы, да, или хотя бы в ее составление, то есть повышали бы уровень качества кандидатов, то одномандатные, то, естественно, никакого качества не будет. И мы рискуем получить следующий созыв очень низкого качества. Поэтому я считаю, что нас может спасти? Нас в нынешней ситуации может спасти только люстрация. Нам нужно люстрировать вот всех тех, кто находился уже во власти в течение 30 лет. Ну, естественно, всех люстрировать мы не можем, да, но нужно разработать критерии люстрации и люстрировать, сделать так, чтобы те, кто способствовал коррупционным схемам, которые 30 лет разрушали нашу страну, чтобы они больше не имели возможности продолжать вот это вот свое нечистое дело. Хорошо, ну мы на этом, наверное, завершим с вами беседу. Спасибо вам за интересное интервью. Вам спасибо. Посетителям нашего сайта я напомню, что сегодня гостем в нашей студии был доктор политических наук Азамат Темиркулов. Мы беседовали о Конституции